Здравствуйте! Основная тема сегодняшней передачи – что делать с подростком, непослушным, дерзким, а то и просто даже хулиганом. Наверняка каждая семья, в общем-то, в своей жизни не один раз сталкивалась с вот такими вот вопросами. И даже в том случае, если со своим родным ребенком проблем как бы нет, то то, что касается других детей, с которыми мы сталкиваемся, либо в подъездах, либо в школах, либо еще в каких-то других общественных местах, такие вопросы неизбежно возникают. Ну, кто как ищет ответы на эти вопросы. Кто-то действительно мучается, а кто-то просто даже делает вид из родителей, из нерадивых, я бы сказал, родителей, делает вид, что никакой проблемы нет. А ответы все равно требуются. Так вот, сегодня мы услышим несколько версий ответов на эти самые вопросы. И сделаем это сразу после рассказа о наиболее заметных событиях дня. Здравствуйте. Президент Путин по-прежнему держит паузу в вопросе о новом главе исполнительной власти Якутии. После встречи с действующим президентом Якутии администрация президента России на этот счет никаких распоряжений не получала. Прояснение ситуации ожидаем на днях. Поразительно то, как остро чувствуют дефицит информации люди на эту тему. Я бы даже сравнил это со сводками погоды. Ни та, ни другая, в общем-то, большого значения в практической жизни не имеет, но интересует абсолютно всех. Ну, вообще, в чем-то этот ажиотаж напоминает некое спортивное соревнование. И люди соревнуются в том, кто же кого переспорит, и в конечном счете, кто же окажется ближе к истине. И в продолжение вот этой политической полемики газета «Якутия» сегодня пишет, реагирует, так сказать, на недавнее заявление Федота Тумусова, который, вернувшись из Москвы с объединительного съезда 3 партий, на котором, еще раз напомню, была учреждена новая российская партия «Справедливая Россия», объявил себя лидером регионального отделения вот этой самой партии. Так вот, газета «Якутия» утверждает, что Федот Тумусов поторопился. Дело в том, что вскоре должна состояться учредительная конференция, объединительная конференция вот этих 3 региональных уже отделений, которые, собственно говоря, и изберут настоящего подлинного лидера партии. Но спор возник, скорее всего, не на пустом месте, ведь членство в Центральном Совете дает Тумусову весомые шансы и возглавить региональную организацию. Ну да, конечно, а вот его оппонентом, кстати сказать, вполне может выступить один из сотрудников аппарата президента Штырова, который срочно вступил в одну вот из этих 3 партий. И о других новостях. Национальное книжное издательство «Бичик» завоевало золотую медаль дальневосточной книжной выставки-ярмарки «Печатный двор-2006». И в дополнение к этой самой золотой медали получили еще 3 диплома. В номинации «Лучшее краеведческое издание», «Словари-справочники путеводители» и номинации «История, экономика, экология». Увы, но эта новость единственная в сегодняшней подборке со знаком плюс. Ну, тем более она заметна в информационной картине дня. Безработные Якутска теперь будут получать только те специальности, те профессии, в которых нуждается город, нуждается муниципальная власть. Вот такую рекомендацию накануне выдал один из комитетов окружного совета депутатов Якутска. Депутаты рассматривали выполнение целевых муниципальных программ «Подросток» и «Образование Якутска». Ну а теперь давайте обратимся к основной теме нашей сегодняшней передачи, как раз вот к поискам ответа на вопрос, что делать с ребенком, поведение которого, ну, не вполне, скажем так, вписывается в общепринятые нормы морали, ну или наши с вами требования. Ответы на эти вопросы сегодня целый день в мэрии искали представители всевозможных министерств и ведомств, которые принимали участие в конференции под названием «Профилактика и медико-социальная реабилитация детей с нарушениями поведения». Началась, как ни странно, эта конференция с констатацией того факта, что вроде бы как снижается уровень преступности среди несовершеннолетних. И тем не менее это не стало причиной для благодушного отношения к этой проблеме среди всех участников конференции. Но вместе с тем на фоне благополучных показателей тревожным сигналом звучат слова: безнадзорность, социальное сиротство, подростковый суицид, наркомания. Сотни детей совершают преступления, сотни детей попадают в детские дома при живых родителях. Я не говорю, что сегодняшняя конференция поставит точки во всех, но она даст возможность нам вместе с вами в перспективе как-то решать эти проблемы. Потому что одно дело, мы здесь сидим и думаем так, а другое дело, когда вот эти предложения поступают с мест. И действительно, вот эту точку найти соприкосновения, найти выход из создавшейся ситуации. Я конечно, понимаю, что мы в зале все не решим, потому что так много зависит от самой семьи, от социального ее статуса. Но все равно мы должны подсказать и как-то помочь нашему юному горожанину.
А среди вот этих самых горожан все больше с каждым годом становится ребят, детей, которые отличаются неправильным поведением в силу прежде всего своего заболевания какого-то, главным образом в психической области. Ну и среди детского населения есть особенно незащищенная группа детей. Это дети с нарушениями нервно-психического здоровья. Психологи считают, что только у 40% школьников отсутствуют признаки болезненных отклонений в психике, которые продолжают расти ежегодно на 8-12%. И только 14% подростков школьного возраста могут быть признаны психически полностью здоровыми. Дети с расстройствами нервно-психического здоровья или дети с душевными расстройствами, как принято называть по международным нормам, в 5 раз чаще своих обычных сверстников попадают в трудные жизненные ситуации, испытывают правовые притеснения, становятся объектами и субъектами правонарушений, подвергаются насилию в семье и детских коллективах, бегут из дома, становятся жертвами преступлений, попадают в исправительные учреждения. Большинство нервно-психических заболеваний сопровождается различными отклонениями в поведении, по которым можно в ряде случаев предполагать исходный характер нарушений. Скажем, неврозы часто выражаются беспокойством, страхами, неуверенностью в действиях и непоследовательностью в поступках, раздражительностью и обидчивостью, неустойчивым, легко меняющимся настроением. Органические изменения головного мозга могут выявляться резко повышенной возбудимостью и агрессивностью, расторможенностью влечений, отсутствием тормозов, как мы очень часто привыкли говорить. Психическое здоровье личности в настоящее время является серьезной проблемой именно сферы образования. Под психическим здоровьем понимают не только отсутствие болезней, но и максимально полное развитие всех потенциалов и ресурсов личности. С 2001 года у нас в городе работает программа «Столичное образование». Одной из приоритетных задач программы «Столичное образование», направленной на снижение диспропорций в получении образования, является подготовка к нормальной жизни и к нормальной личной и общественной жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение коррекции их развития, создание условий для успешной социализации и адаптации в обществе. Работа по социальной реабилитации детей с отклонениями в развитии носит комплексный характер. В прошлом году адекватным обучением и воспитанием было охвачено 739 учащихся 5 специальных коррекционных школ и школ-интернатов. Данные учреждения являются частью системы образования и обеспечивают адекватные условия для получения образования воспитанников, имеющих отклонения в развитии, в пределах специальных государственных образовательных стандартов, их лечение, реабилитацию, социальную адаптацию, интеграцию в обществе. Почему я говорю о детях, которые обучаются в специальных коррекционных образовательных учреждениях? Потому что именно они, наверное, в первую очередь имеют отклонения в поведении. И очень часто тот диагноз, который мы пишем социально-педагогическая запущенность, он, конечно, влечет за собой именно отклонения в поведении. Трудные дети, нарушение поведения подростков, не слушается, конфликтует дома и в школе, дерется, не желает ходить в школу, уходит из дома, курит, ворует, сквернословит, употребляет спиртные напитки, токсические вещества. Что это? Результат отсутствия воспитания, социально-педагогическая запущенность, акцентуация характера или заболевания. В детской психиатрии в последнее время среди множества болезней становится все более распространенным диагноз патохарактерологическое формирование личности. Количество больных с этим диагнозом растет с каждым годом. Что же это за болезнь? Почему современная медицина, зарубежная и отечественная, имеющая огромные достижения во многих областях, мало преуспела в лечении этого заболевания? В исследовании причин этого заболевания многое не ясно. В официальной медицинской литературе такими причинами считают патологию беременности и родов, различные нейроинфекции, неблагоприятные семейно-социальные условия и так далее. Считается общепризнанным, что генетические факторы создают определенную почву для возникновения психопатических свойств личности. Но процесс формирования патологической личности происходит под воздействием факторов социально-педагогической и психологической среды. Дети с патохарактерологическим формированием личности становятся зеркалом нашего общества. И не кривым зеркалом, а беспощадно точным, от чего становится, наверное, еще страшнее.
Ну и вот продолжением своего рода вот этой метафоры насчет зеркала, я имею в виду, стало выступление Туяры Захаровой. Это главный педиатр городского комитета здравоохранения. Она обратила внимание на то, что вот такая вот своеобразная кривизна детской души, собственно говоря, закладывается у многих детей, и с каждым годом все у большего количества детей, прямо-таки в момент рождения. Дело в том, что растет количество матерей, которые бросают своих детей в родильном доме сразу после этих родов. Представлено количество детей, оставленных женщинами в родильном отделении. То есть абсолютные цифры даже значительно впечатляют. Я думаю, что это в 2004 году 70 детей, в 2005 году 50 детей, в текущем году 31 ребенок. Вот специально выделили мы красным шрифтом, это те дети, удельный вес тех детей, которых через определенное количество времени родители забрали, аннулировав свой отказ. Я чуть-чуть подробнее хотела бы остановиться вот именно на этой строчке, да, что их более 20%. То есть это какие женщины? Это те, которые после, решаясь на этот трудный, страшный даже для любой женщины шаг, выписываясь из родильного дома, в течение какого-то времени решали свои жилищные, материальные, личные какие-то проблемы, возвращались и понимали о том, что шаг был необдуманный. Мы всегда, сотрудники родильных отделений, всегда приветствуют таких детей, но мы обязательно проверяем, какие действительно эта женщина, в какие условия она собирается воспитывать и кто ей в этом будет помогать. Но вот эта цифра, она наводит на мысль, что ведь это те женщины, которые, получив психологическую помощь во время беременности, даже сразу после родов, может быть, и не пошли бы на этот шаг, хотя бы, пусть он потом был исправлен, но тем не менее пошли бы, и по жизни потом не шли бы, наверное, с чувством вины перед собственным ребенком. Предлагаю посмотреть еще один фрагмент выступления Евдокии Евсиковой. Она привела очень симптоматичные, с моей точки зрения, данные одного социологического опроса школьников в Соединенных Штатах Америки. Почему в США? Да потому что ни в СССР, ни в России вот теперь таких опросов просто никогда не проводилось. Один из них датируется с 1940 годом, а другой 90-м годом. А вопросы звучали одинаково, совершенно одни и те же, о проблемах, о трудностях, с которыми сталкиваются подростки, и что самое опасное в их жизни. Так вот, то, что в 40-х годах было характерно для США, сейчас мы переживаем. И тенденция такая, что мы идем к тем проблемам, которые в 90-м уже году стали реальностью для США. Но, впрочем, давайте послушаем это выступление более подробно. Совместное исследование Департамента полиции и народного образования в штате Калифорния. Основные проблемы в школе в штате Калифорния, Соединенные Штаты Америки в 1940 году. Какие основные 7 причин были выделены в этом социологическом исследовании? Первое. Ученики разговаривают во время уроков. Второе. Жуют жвачку, шумят, бегают по коридорам, не соблюдают очередей, одеваются не по правилам, сорят в классах. И вот точно такое же исследование было проведено спустя 50 лет. Я думаю, что, скажем, цифра не очень большая. В том же самом штате Калифорния, Соединенные Штаты. Какие основные проблемы в школе в 1990 году? На первое место выходит употребление наркотиков. Второе – употребление алкоголя. Третье – беременности. Четвертое – самоубийство. Пятое – изнасилование. Шестое – ограбление. Седьмое – избиение. Эти страшные метаморфозы произошли всего за 50 лет. Если мы хотим оградить общество от эпидемии серийных убийств, насилия, грабежа, наркотиков, самоубийств и террора, необходимо помочь трудным детям и подросткам справиться с тем горем и ненавистью, которыми переполнены сегодня их души. Не дай нам Бог дожить до самых этих страшилок, которые мы, в общем-то, эпизодически смотрим в репортажах из американских школ. Но, как говорится, тенденция, которая проявилась в свое время в Соединенных Штатах, почему бы и не повториться в случае с российскими школами. Тем более, что я так понимаю, что отстраненность достаточно большого количества родителей от внимания к своим подросткам, в конце концов, может привести, хотя бы не к таким, может быть, грубым случаям, которые происходят в США, но что-то похоже на это. И, в общем-то, для нас ни для кого не является секретом, что питательной средой таких криминальных наклонностей, развития их в наших подростках является прежде всего семья. Достаточно большое количество детей, число детей, убегает от родителей алкоголиков. Причем эта причина никогда не отмечается как единственная. Обычно она сопровождается голоданием несовершеннолетнего, его плохим отношением с родителями и учителями.
По этой причине уходит из дома почти 30% детей 9-14-летнего возраста, 50% детей от 5 до 8 лет и почти 100% 15-17-летних несовершеннолетних. Около 12% уходят из дома, так как там они никому не нужны. Вместе с тем, ни один ребенок не отметил в качестве причины ухода из дома отсутствие любви к родителям или к родственникам. Такая подсказка имелась в проводимом исследовании, но ей не воспользовался ни один ребенок из свыше чем 500 опрошенных. Ну что же, цифр сегодня прозвучало больше, чем достаточно. Наверное, все-таки я не могу не назвать еще одну. Что касается российских рецидивистов, 10% из них первое свое преступление совершили в подростковом возрасте. Как раз в том возрасте, о котором сегодня мы с вами уже в течение 15 минут практически говорим. Если ваш ребенок на подходе к такой опасной черте, и вы хотите действительно ему помочь, а сами уже отчаялись это делать, не знаете, как поступить, и школа вроде бы как, может быть, с вашей точки зрения не очень эффективна в этом смысле, то у вас есть еще несколько адресов, которые я вам сейчас хочу подсказать. Ну, во-первых, это городской центр реабилитации детей, профилактики детей, адаптивного поведения детей, подростков. Он расположен на 5-м этаже здания, в котором находится школа номер 16. Еще один адрес – это муниципальное учреждение «Содействие». Там же работает и телефон доверия. Ну и, наконец, протянуть вам руку помощи смогут и в отделе профилактики Республиканского наркологического диспансера. Если ваш ребенок уже вот в такой стадии находится, когда ему нужно помогать уже чисто в медицинском плане тоже. Один вывод, который сделали все участники вот этой конференции: не нужно сидеть сложа руки и ждать, что будет дальше, или надеяться на какое-то чудо, что беда обойдет вашу семью стороной. Увы, но это происходит очень и очень редко. Мне, честно говоря, очень хочется, чтобы многим из вас, ну если не всем, конечно, все-таки не довелось ни побывать вот в этих учреждениях, которые я назвал, ни тем более столкнуться с бедой, о которых сегодня шла речь. На сегодня все. До свидания.